Приветствую вас, дорогие. Представлюсь еще раз, Аполлинария. Возможно, будут новые слушатели канала. Здесь мы будем говорить про мудрость сегодняшнего дня, про то, что происходит сейчас с человеческой цивилизацией в принципе и с людьми на планете. Я биоэнергет, мистик, психолог, целитель, человек с магическим предназначением, человек, при этом любящий науку, человек, который является психологом и клиническим психологом, в том числе, то есть всецело изучаю организм человека и человека как душу и высшую духовную суть. Приглашаю вас, не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, поставить колокольчики, чтобы не пропустить следующие выпуски. Сегодня я хочу с вами порассуждать на свободную тему, которая называется «Что происходит сейчас с человечеством и почему люди претерпевают сильнейшие изменения в своих личных жизнях, состоянии здоровья, претерпевают потери, претерпевают сложные ситуации, которых не было много-много лет точно, может быть 20, а то и 50-летия перед. И я хотела бы сказать первое, что я вещаю из города Киева, я проживаю в Украине. И эта точка сейчас является той страной, которая больше всего подверглась сильнейшим кармическим урокам и, скажем, наказаниям для людей. Поэтому в любом случае, пожалуйста, как при просмотре учтите это. Я буду периодически ссылаться на эту страну и на то место, где я нахожусь. Но говорить будем о цивилизации в целом. Я бы хотела сказать самое важное и самое первое, что действительно сейчас есть момент перехода. Я думаю, что те люди, кто слушает духовную литературу, читает духовную литературу, смотрит проводников, а сейчас по миру их становится больше, учителей материального и нематериального плана, да, такие тоже бывают. Вы знаете, что сейчас мы наступаем, да, уже наступили, и нам наступает на пятки новая эра, эра Водолея. Мы вышли из эры Рыб в 2012-2013 году. И, кстати, если вы помните, перед переходом эры Рыб, эры Водолея с 2008 начались кризисы в Украине, в России, в Белоруссии, страны СНГ и мировые кризисы, в том числе кризисы, в первую очередь, экономические, претерпевали валютные изменения, претерпевала банковская система сильнейшие изменения. То есть происходила информационная и денежная, в том числе, перестройка в пространстве. Это всегда начинается перед сменой эпох. И те люди, кто знают духовную литературу, изучают ее, читают, знают вместе со мной сейчас об этом. Но важно не просто знать и читать, а это прочувствовать. Мы же с вами практики, по крайней мере, я пропагандирую знание как практику и чувствование этого знания. Да, мы прочитываем, мы пропускаем через себя, мы анализируем свою родословную систему, как наши предки, которые... родовая цепочка, которая имела тоже судьбоносные события. Мы имеем возможность пообщаться с теми предками других поколений, которые остались в живых, и можем сформировать и проанализировать, что же на самом деле происходило тогда, что пишут духовные учения, разные традиции, языческие традиции в том числе, природные традиции, и что на самом деле происходит сейчас с пространством. Мы имеем в прямом смысле переход одного мира в другой. Это новый мир, но я называю это новой эрой, новая эпоха, новая веха, новое течение жизни, которое мы можем стопорить, мы можем сталкиваться с внутренним сопротивлением, мы можем этому не верить, мы можем уходить во внешние какие-то развлечения и цели, но тем не менее это происходит. Простой вам пример и такой лайфхак. Попробуйте неделю прожить, не обращая внимания на внутренний духовный путь, не касаясь духовной литературы, и вы увидите, что внешние события начнут происходить быстро, более форсированно и как бы вам не подконтрольно. Вот попробуйте неделю, да даже 3 дня прожить без учета духовного пути, не внедряясь в какие-то глубокие смыслы, не ища там глубинные цели, просто прожить внешним, и вы поймете, что все равно происходит то, что происходит. Нравится нам это или нет. И происходит момент смены цивилизаций. Если мы обратимся к древнейшим писаниям
10, 12, 13, 14 тысяч лет назад, мы видим, что смена эпох, смена цивилизаций в ведической литературе, культуре говорится это юги, да, то есть эпохи, происходило то же самое. И вот несколько ярких признаков, чтобы вы понимали и проанализировали вместе со мной, подумали и поверили в то, что действительно это есть и это происходит. И вы, как души, я вместе с вами выбрала это время существования на планете Земля, время великого перехода, прожить, пробыть, просмотреть и сделать свой определенный вклад в этот период. Первое – это войны. Второе – это финансовые потери. Третье – это перестройка мира внешнего, смена вектора и целей стран и международных взаимоотношений. Это перенаселение, великое перенаселение народов. Обратитесь к литературе, вспомните, кто читал, да, великие перемещения целых наций, целых этносов происходили под эгидой своих административных вождей, руководителей, правителей, духовных наставников. Это происходило в соседние дружелюбные селения или страны всегда, когда происходила смена цивилизаций. Это происходило, люди бежали из-за того, что были большие наводнения, катаклизмы, либо же почва и земля была непригодна для существования, для выживания. Это был вынужденный толчок от природы, но люди спокойно, с миром и покоем внутри это воспринимали и искали более благостное место для того, чтобы не бубнить и злиться на эту тему, а для того, чтобы дальше продолжать строить все новые и новые цивилизации, а самое главное – сохранять традиции. Насколько много сейчас людей в современном мире, которые переезжают и сохраняют свои традиции. Посмотрите, пожалуйста, перенаселение происходит. Это один из ярких признаков того, что мы с вами застали время перехода и время новой цивилизации. Мы практически простраиваем этот новый мир, и каждый из нас, нет, не букашка ни в коем случае, мы не должны так себя чувствовать и видеть. Каждый из нас великий человек, который может здесь и сейчас, сохраняя традиции, даже если внешние обстоятельства диктуют вам, что вы вынуждены быть не в том месте, где родились, не со своими родными и близкими, не в той привычной культуре, в которой вы родились, то, находясь в другом месте, привносите, пожалуйста, свои знания и будьте благосклонны к тем знаниям, в которых вы находитесь. То есть, когда вы приезжаете в новое место, когда вы вынуждены покинуть свою территорию, пожалуйста, будьте благосклонны к тем знаниям, куда вы приехали, изучайте, любите, внедряйтесь, но тем не менее никогда не забывайте и распространяйте те великие знания, которые вложены в вас и заложены вашими предками и той страной, в которой вы пребывали. Итак, переселение народов – еще один из больших индикаторов того, что мы с вами находимся в это время перехода. Следующий индикатор – это разрушение судьбы каждого, независимо от того, где вы находитесь. Еще раз повторюсь, я нахожусь на локации Украины. И эта страна стала костром и пламенем, и она стала пепелищем практически того, и она стала ярким примером того, что происходит в судьбах каждого человека, независимо, попал человек в военное действие, в военное время или нет. Я знаю огромное количество людей, в том числе моих клиентов по всему миру, кто претерпевает не меньшие изменения, не менее сложные изменения, несмотря на то, что они никаким образом не застали войну, которая происходит сейчас между странами Россией и Украиной. Они теряют деньги, они теряют близких, они теряют работу, они теряют внутренний интерес к жизни, потому что так, как было, они не хотят и не могут, но так, как будет, они еще не знают. И это еще один из ключей и признаков того, что мы действительно с вами находимся в это переходное время. То, как было, мы не хотим. Мы не хотим жить теми идеями, которые нас больше уже и не вдохновляют. Мы понимаем, что эта конструкция, она не работает. Эта микросхема, она не активна. А значит, наша задача усилием воли, усилием веры, если вы не знаете, усилием знания,
усилием обретения знания проложить новую микросхему в своей голове. И, по сути, мы формируем новое восприятие действительности. Какой, мы еще не знаем. И это один из критериев, еще один из критериев перехода. Я бы очень хотела, чтобы сейчас вы имели возможность либо диктофона, либо записи тех фраз, которые я произношу, потому что это важные ключи, которые закладываются сейчас в вашу голову. Они на самом деле успокаивают вашу внутреннюю часть и формируют некую основу для будущего рывка, да, счастливого рывка в вашей жизни. Вы, когда прослушаете это видео глубоко сердцем, вы это поймете. Наша задача с вами эти критерии перехода учесть и записать для того, чтобы когда у вас есть вопрос, почему так случается или вообще что происходит, чтобы у вас ответ уже был. Да, я вижу этот переход, я сейчас один из главных участников этого перехода, потому что я могу влиять на свою собственную жизнь, а значит, я могу влиять и на жизнь того, кто вокруг меня. Еще один яркий критерий перехода – это предстоящие выборы. То, когда выборы не политические внутри страны, хотя это тоже, то, когда вы стоите постоянно перед выбором. То есть вы живете, и обстоятельства все больше и больше подкидывают вам состояния и ситуации, в которых вы должны сделать какой-то выбор. Но всегда знайте, что за внешним выбором стоит выбор внутренний. И, как правило, он очень простой, да? Выбор света или тьмы. Сейчас то время, когда тепленьким и ни там, ни сям, не выбравшим стул из двух не получится быть, потому что сейчас очень яркое время полярностей. Мы явно видим очень плохое, очень хорошее, очень высокий социальный статус, совсем человек без возможностей. Были все возможности, забрали, вдруг передали в руки, вроде бы непонятно, что человек делает. Например, я очень часто слышу так о проводниках, что вроде бы это какая-то инфо-цыганство и какая-то странная информация, просто болтология, словоблудие, да, такие слова даже произносят люди. И почему же наши услуги стоят денег, весомых денег, почему это важно? Некоторые люди не понимают. Люди-материалисты, они всегда будут вкладывать в материю и не всегда будут верить материальному. То есть вот я вижу черную стену, значит я и верю. Если я не вижу энергию этой стены, значит я не верю в то, что энергия существует. Это способ мышления материализма. Наша задача каждый раз, когда предстоит перед вами выбор, когда жизненная ситуация ставит вас в такое положение, что выбор неизбежен, всегда помните о том, что внешнее – это лишь результат, а вас на самом деле ставят перед выбором внутренним. И попробуйте этот внутренний выбор найти. И еще один критерий такой важный перехода – это большое количество, это уже демографическая такая вот ситуация, но тем не менее это так, да, большое количество смертей и большая рождаемость. То есть, с одной стороны, мы видим много смертей посредством войн, предстоящих катаклизмов, которые тоже будут. И это тоже не считается чем-то магическим. Это один из критериев смены цивилизации, один из критериев смены эпох. И на этой волне, да, большое количество рождаемости. Это будут пополняться семьи, и мы выйдем за пределы один ребенок, два ребенка, двое детей. То есть мы выйдем за то, что семьи опять начнут пополняться 3, 4, 5. То есть будут такие, да, сиблингов будет много, то есть братьев, сестер, детишек будет очень много в семьях. И мы будем видеть, как детки рождаются совершенно другие. Тоже, кто является родителем, сейчас вы меня смотрите, посмотрите на своих детей, они уже знают, кто они. То есть, если вот, например, еще я, хотя, наверное, себя здесь не могу причислить, я понимала, кто я с самого рождения, но в большинстве своем люди вот еще
поколение, скажем так, X, Y, да, они все-таки с детства пробовали все для того, чтобы понять, так складывались внешние обстоятельства. Они пробовали все для того, чтобы понять, кем им быть. И вот кем им быть приходило уже там после 25, 27, 28 лет, уже так более четко. То сейчас вы можете смотреть по детям, они совершенно другие, они знают, кем им быть. И они это будут транслировать как... Если вы не сломаете, если вы не дадите препятствия, то детки очень быстро поймут, кем им быть, и уже с 15, с 16, с 18 лет, с с 18, с полной родительской сепарацией, энергетической сепарацией, которая должна происходить естественным образом, мы будем видеть, что дети идут своим путем. Это тоже один из индикаторов того, что одна эпоха сменилась другой, и мы уже не стоим и не живем там, где мы родились. Это важный ключ, это сложно принять. Но что вам поможет? Я бы хотела сказать, что проводников сейчас будет становиться все больше. И это не деградация, это не деформация, это не псевдознание. Мы придем обязательно к тому, когда наука начнет доказывать работу энергии и работу поля человека, и работу атмосферы как таковой. Атмосферы не климатической атмосферы, недров Земли, а атмосферы внутри каждого, и что человек, приходя вот в это пространство, я зашла в помещение, и автоматически здесь, если бы можно было сейчас подключить датчики, измерить воздух до и воздух после, он по своей структуре, по своей биоэнергетической матрице и решетке, он будет меняться. И некоторые научные доказательства тому уже есть. Есть неоднократные эксперименты с водой, которые нам твердят о том, что действительно мы влияем. Да? Есть энергетика, энергия, и мы влияем. И для того, чтобы это время перехода прошло максимально комфортно, я призываю каждого обращаться к проводникам. Кто такой проводник? Это человек, который прошел большое количество физического опыта в этом воплощении или не в этом, и прошел большое количество часов и лет духовной практики. Это человек, которому открылись знания, и он их не просто прочитал, а он их прожил. Он применил, и эта жизнь, его жизнь, она идет соизмерно этому знанию. Вот кто такой проводник. Проводник, который может провести вас в определенное состояние. Я, в частности, являюсь таким проводником. И таких проводников по планете Земля становится все больше и больше. Они стоят на разных уровнях, безусловно, потому что никто не умаляет прошлое воплощение, никто не умаляет дарованность, то есть с чем человек пришел, потенциал человека. Но, тем не менее, да, естественно, вы и найдете человека по своему опыту и по своему уровню. И именно для этого я говорю о том, что такой переход будет проще восприниматься, и он будет комфортнее вам проживаться, нежели вы самостоятельно в любом случае будете набивать кармические шишки. Проводник – это все-таки человек, который может провести через вашу карму так, чтобы она не случилась в физической реальности. Есть проводники, кто этим обладает, в том числе я. И давайте я приведу вам в пример. Возьмите время 17-16 век, когда были Галилео Галилей, Парацельс, Нострадамус, да, вот те великие тоже того времени, точно так же они вспыхивали тогда, когда были революции, когда был пересмотр идеологический мира, когда было столько всего непонятно, что людей трясло и колотило от этого непонимания. Тогда эти самородки, все естественно, да, ложка к обеду, все ко времени. Когда нужно, самородки, они как проростки из земли вырастают и становятся популярны и актуальны для народа. Потому что у людей есть в этом запрос просто даже побыть в поле человека, внутри которого все решения каких-то вопросов насущных уже известны. То есть они в нем заложены. Ему не нужно время для того, чтобы дать ответ на вопрос. Это все есть внутри, ему нужно быть просто в расслабленном состоянии, в состоянии благостном, для того, чтобы эти ответы просто сами приходили. Приведем в пример человека, который там обладает техническими знаниями, например, сконструировать что-то.
Если он сделал это много раз, для него не нужно готовиться к каким-то вопросам, там, к прямому эфиру или еще к чему-то. Он знает, у него руки помнят, у него ответы уже лежат на поверхности. Точно так же это происходит и здесь. То есть проводник – это человек, который все равно прожил большой жизненный опыт. И, как правило, самые тяжелые события он уже прожил и неоднократно прожил. Поэтому у него есть понимание, как решить ту или иную ситуацию простым способом, доступным для каждого из вас. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к тому, что таких, как я, становится больше. Я уверена, что те, кто смотрит меня, из вас тоже есть такие люди, и вы чувствуете в себе потенциал, у вас есть желание помогать, у вас есть желание эти знания привносить. И 3 главных критерия, которые нужно сейчас проявить. Первое – это любознательность. Она просто сейчас необходима. Второе – это беспощадное поглощение знаний, которому лежит сердце. Уделяйте этому большое внимание в течение дня. Я бы рекомендовала минимум час в день уделять такой практике, как изучение различных традиций, течений. И вы посмотрите, что вам откликается. И третье – это поиск проводника, поиск человека, с которым проживать это время будет максимально комфортно. Поверьте, эти вложения – это будет самое ценное, что вы можете сейчас сделать. И моя практика это подтверждает. Вот мы с вами сейчас разобрали небольшое количество знаний о том времени, что сейчас происходит, и я думаю, что вы уже можете ответить себе на вопрос, почему трясет людей. Трясет людей, потому что трясет всю природу, и это процесс абсолютно естественный. Я бы хотела увидеть ваши размышления в комментариях и пригласить вас на личную встречу, которая произойдет, первая для меня офлайн-встреча в городе Киеве. Украина, ребята, приезжайте, это воскресенье, это 23 число. Число такое выбрано не случайно. Я бы хотела лично вас провести в состоянии благости, убрать тревожность и провести вас в состоянии вашего духовного и душевного спокойствия. Поэтому буду рада видеть вас на своей встрече. Будет ссылка в первом прикрепленном сообщении под этим видео. Вы можете приобрести билеты и быть готовым к тому, что ваше сердце откроется. До новых встреч, пока-пока.